Доброе утро. Хочется вместе сказать это слово сегодня. Особенно сегодня, Особенно сегодня, Почему? потому Потому что на календаре 7 апреля, если я не ошибаюсь. пятница. Да. Наше любимое слово. Последняя рабочая неделя. Ну, конечно, не для всех. Последняя рабочая неделя. Последний рабочий день. Очень сильно ты ждала эту пятницу. Ну да, действительно, последний рабочий день, выходные вот уже вот скоро наступят, меньше суток остается до них. Ну а тем не менее, этот последний день, крайний, да, нужно все-таки с хорошим настроением провести, чтобы все свои дела закончить, все правильно завершить, какие-то, может быть, так сказать, красные флажки, да, достичь, которые вы сегодня поставили себе, и, соответственно, чтобы день прошел на ура. Да, ну а лучше всего еще начинать этот день вместе с утра Якутии. Катерина Винокурова, Павел Танин, приветствуем вас. И вот о чем мы сегодня будем говорить. Приготовим завтрак без спешки, поделимся интересным рецептом и приготовим яйца по-якутски с олениной. Познакомимся с многодетной семьей макарчан из Хангаласского улуса. Они убеждены в том, что иметь большую семью – это не героизм и не подвиг, а правильная жизненная установка. Поговорим о языковом экспириенсе, как запрет на иностранные слова повлияет на русскую речь. Поговорим об этом с нашей гостьей, ведущей рубрики «Говорим правильно» Анной Шкатуляк. Ну и на телеканале «Якутия-24» в предстоящее воскресенье в эфир выйдет второй выпуск песенного интерактивного конкурса «Вот это да». Немножко приоткроем завесу тайны, чего же ожидать от грядущего эфира. Ну а теперь по традиции в начале эфира, как обычно, знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 19-34 градуса мороза. В заречной группе от 21 до 35, в южных 23-25, в Вилюйской от 6 до 10 градусов мороза, в Нижнеленских до минус 19, в западных минус 5-10, в Колыма-Андигирской группе от минус 11 до 26, в Янских минус 20-32, на северо-западе от 11 до 28. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 30 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, штиль, а днем нам обещают без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Порывы достигнут до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 7, минус 9 градусов. Ну а по традиции мы пятницу всегда после погоды начинаем с главного приема пищи в течение дня. Это, конечно, завтрак. И вот завтраки из яиц популярные и любимые во всем мире. Вкусно, сытно, легко приготовить. Неудивительно, что в разных национальных кухнях простая яичница получается по-разному. Самые привычные для большинства варианты – это, например, яичница с колбасой или с помидорами. Иногда можно приготовить с гренками или грибами. А сегодня шеф-повар ресторана «Шатун» в Томмоте Александр Харченко приготовит яйца по-якутски с олениной. Попробуйте приготовить это блюдо в выходные дни, когда есть время на завтрак без спешки. Доброе утро, дорогие наши телезрители. С вами я, Александр, шеф-повар ресторана «Шатун». И сегодня мы с вами приготовим яйца по-якутски с олениной. Для этого нам понадобятся яйца, фарш из оленины, фарш свиной, лук, чеснок, кумин, кориандр молотый, соль, перец и сливки. Для начала мы с вами сварим яйцо в смятку. У нас вода кипит, и чтобы яйца наши не полопались, когда мы их опускаем, мы в воду добавим очень много соли. Опускаем и засекаем ровно 5 минут. Вот. Пока у нас яйца варятся, мы смешиваем фарш свиной, фарш оленя, наши специи, чеснок, лук, кориандр, кумин, сливки,
и соль. И хорошо вымешиваем. Свиной фарш мы добавляем к оленине для того, чтобы наша масса стала более нежной, жирной и сочной. Потому что оленина очень постное мясо. Все. Перемешали. Так, все. 5 минут прошло. И теперь на яйца опускаем сразу в ледяную воду. Все. И даем им отдохнуть и остыть 5 минут. Наши яйца сварились, и они очень нежные, в смятку. Вот. Теперь мы будем заворачивать их в фарш. Для этого нам понадобится пищевая пленка. Мы отрезаем кусочек и берем укладываем ее на пищевую пленку. Другой стороной разравниваем, делаем небольшой блинчик. И укладываем яйцо. Опа. Теперь аккуратно, сильно не нажимая. Заворачиваем наше яйцо в фарш. Придаем форму яйца, панируем в муке. В яйце. И в сухарях. 2 раза в сухарях панируем, чтобы корочка была более плотная и хрустящая. Все, запанированные наши яйца мы укладываем в сетку для жарки во фритюре. И отправляем в фритюр буквально на 2 минуты. Жарим до золотистой корочки, а потом отправляем на 5 минут в духовой шкаф. Вот наши яйца по-якутски готовы. Теперь давайте разрежем и посмотрим, что у них внутри. Вот такая красота у нас получается. Приятного аппетита! Но все-таки, мне кажется, в блюдах очень важная вещь это подача все-таки в конце вот это вот Очень всё красиво, вот так красиво, очень да. сытно, смачно, вкусно, аппетитно. Вот, еще и яйца. Яйца, кстати, да, очень такая полезная вещь, потому что, ну, много белка. Многие люди, которые спортом занимаются, фитнесом и так далее, даже постараются иногда желток убирать, чтобы вот лишнего холестерина не скушать, а вот белок начинают кушать. Белок помогает все-таки мышцам расти. Да, ну и как раз говоря о правильном питании, да. И о силе, и о И о мышцах. силе. Да, вот спортсмен-экстремал Франц Мюллер, известный как австрийская скала, значит, побил мировой рекорд. Он протащил 81-тонный поезд на почти 10, больше, чем на 10,5 метров в городе Ольянтатамбо, провинции Урубамба в Перу. Институт мировых рекордов зарегистрировал и подтвердил новое достижение спортсмена. По словам Мюллера, этот рекорд дался ему труднее предыдущих.
Я поставил много мировых рекордов, но этот был одним из самых трудных. Меня преследовало ощущение скованности, когда я двигался по лестнице, а локомотив тянул меня назад. Это было очень тяжело. Атлет рассказал, что рекорд в Перу – это лишь первый пункт его мирового тура «7 рекордов, 7 континентов» по разным частям света. Франц Мюллер демонстрирует свою сверхчеловеческую силу более 20 лет. Спортсмену уже удавалось сдвигать с места пассажирские самолеты, раскручивать колесо обозрения. На сегодняшний день австрийская скала установил 39 рекордов, вошедших в Книгу рекордов Гиннесса. Ну а сегодня, 7 апреля, отмечается День спички. Оказывается, да, очень необходимая вещь, которой вот уже на протяжении многих веков мы пользуемся. Да, 196 лет назад они появились вот в том виде, в котором мы их знаем. Ну а какими еще событиями сегодняшний день знаменателен, давайте узнаем далее. 7 апреля Всемирный день здоровья отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Ее членами стали 194 страны. Сегодня также день рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен .ру. 7 апреля – День памяти погибших подводников. Дату отмечают в годовщину гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» в 1989 году. Также сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. На Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. 7 апреля 1795 года во Франции принят закон о введении метрической системы мер, который определил также единицы длины – метр и массы – килограмм. В 1827 году в этот день английский фармацевт Джон Уокер впервые продал спички, какими мы их знаем сегодня. Свое изобретение он придумал случайно, смешивая химикаты. 7 апреля 1934 года – День образования государственных органов рыбоохраны России. В 1915 году в этот день родилась Билли Холидей, американская джазовая певица. 7 апреля 1930 года родился Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Ив Роше. В 1939 году появился на свет Фрэнсис Коппола, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и бизнесмен. 7 апреля 1949 года родилась Валентина Матвиенко, советский и российский государственный деятель, политик и дипломат. В 1954 году 7 апреля родился Джеки Чан, китайский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. 7 апреля 1962 года родился Михаил Круг, советский и российский певец, шансонье и поэт. Именины в этот день отмечают Сава и Тихон. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Межведомственные учения на территории Российской Арктики проводят во второй раз по поручению президента. Практические занятия, деловая программа будут организованы в 9 субъектах арктической зоны. В республике привлекут 13 северных районов для опытно-исследовательских учений. Организуют круглый стол, где обсудят безопасность в Арктике. По итогу мероприятия будет выработана единая методика ведения поисковых работ. Кроме этого, в музее «Россия. Моя история» развернута большая выставка техники и оборудования спасателей МЧС и службы спасения. Межведомственные опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика» завершатся сегодня. В рамках данных учений будут проходить различные выставки, как и на основной площадке в музее «Моя история», так и на площадках наших подразделений и на площадках муниципальных образований, где также они задействованы, муниципальное образование, где проходит то же самое, они участвуют и в круглом столе, и в различных выставочных мероприятиях. На площадке музея «Моя история» также мы развернули выставку техники. Малоинновационное предприятие «Саха-Энергоэффект» первым подписало соглашение об участии в нацпроекте. В текущем году предприятие присоединилось к 18 компаниям региона, которые успешно внедряют инструменты повышения эффективности работы. «Саха-Энергоэффект» трудится в сфере строительства, производства сэндвич-панелей и трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией, а также твердотопливных котлов.
В рамках нацпроекта компания примет системные меры по повышению производительности труда на потоке по сборке сэндвич-панелей. Авиакомпания «Якутия» официально возобновила международные рейсы в Китай. Вылетели первые пассажиры из столицы региона в Харбин. КНР ранее закрывала границы из-за пандемии, но к началу текущего года власти стали ослаблять ограничения, и в настоящий момент Китай возобновил выдачу виз. Рейс Якутск-Харбин и обратно будет выполняться еженедельно по четвергам с 6 апреля по 11 мая. Министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин отметил, что регулярное авиасообщение между столицей региона и Харбином вернулось после вынужденного трехлетнего перерыва. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте следующего года. Правительству поручено в течение 3 месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, а также определить источники финансирования. Им также необходимо оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ. Кроме того, Владимир Путин утвердил состав оргкомитета по подготовке мероприятия. Его председателем стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. А подготовительные работы к проведению цеха Улон-Хо в Эмяконском районе поручено ускорить. На сегодня подготовка объектов оказалась под угрозой срыва из-за медлительности в принятии решений и организации работы на месте, отсутствие контроля со стороны, прежде всего, главы Эмяконского района Иннокентия Сивцева и местной администрации. Об этом речь шла на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий у зампреда правительства Сергея Местникова. Он отметил, что финансирование из бюджета республики полностью выделено, в том числе и за 22-й и текущие годы. Смарт-библиотека получила статус главной библиотеки централизованной системы столицы республики. Вместе со статусом меняется и само название. Отныне оно будет звучать как Центральная городская смарт-библиотека имени Неустроева. До события звание Центральной городской библиотеки носила библиотека имени Белинского. Отметив свое 135-летие, старейшая библиотека столицы республики в декабре позапрошлого года сложила свои полномочия. Получив статус, смарт-библиотека становится головным подразделением, методическим центром, оказывающим всестороннюю поддержку, генератором новых идей и проектов. Утро Якутии. Продолжаем встречать наступивший день. Пятница, последний рабочий день. Оттого нам всем и радостно. Ну и мы как бы продолжим такими новостями небольшими. С интересной инициативой выступили в Госдуме. Депутаты предлагают в рекламе показывать только многодетные семьи, чтобы сформировать у россиян правильную модель ячейки общества и желание больше рожать. Инициативу озвучил депутат Дмитрий Гусев. Он посчитал, что для роста рождаемости в России необходимо 11 миллионов многодетных семей, а их пока только 2 миллиона. Ну вот, как вы думаете, да, поможет ли подобная инициатива исправить ситуацию? Своим мнением вы можете поделиться с нами в нашем телеграм-канале «Утро Якутии», да, и писать свое мнение, свои предложения. Ну а о том, что сегодня все больше семей, по крайней мере у нас в Якутии, возвращаются к традиции многодетности и решается на то, чтобы иметь 3 и даже более детей, свидетельствует все та же статистика. Семья Магатарчан из Хангаласского улуса и из их числа, они убеждены в том, что иметь большую семью – это даже не героизм или подвиг какой-то, а просто правильная жизненная установка. В многодетной семье побывала наша съемочная группа. Каждый год в школе мы все время садим цветы. Каждый ребенок должен принести цветы. И я сразу сажу много, чтобы потом распределить между детьми. У мамы 5 сыновей ни минуты свободного времени. Вовремя накормить, убраться дома, собрать в садик и в школу детей, да и самой нужно работать. Логопед в школе, даже в самом маленьком селе, специалист востребованный. Семья Мкртычан 7 лет назад переехала из города в небольшое село Качекацы. О своем решении поменять городскую квартиру на сельский домик нисколько не жалеют. У нас здесь, как говорится, свободно. Мы не ютимся в квартире, можем выйти на улицу. У нас здесь двор свой есть. А во дворе не только игры. Убрать снег, заготовить дрова, занести воду входит в обязанности старших сыновей. Да и младшие не отстают. Деревенская жизнь так вот. Мы начали приспосабливаться вот к огороду, к деревне. Я этого давеча вообще не могла же.
Я даже и не пробовала вот садить что-то, рассаду садить. А сейчас уже как весна, мы уже сразу подоконники у нас полные, мы сразу начинаем садить. И вот соседка говорит, ты уже опытная огородница. Урожай нас спасает очень сильно. Мы все садим. В этом году мы баклажаны посадили. В этом году я арбуз пробую садить. До этого я не садила. А здесь становишься, вот говорю же, сама огородницей, сама становишься кондитером, сама швеей становишься, потому что до этого я ни разу не шила и даже за машинкой не сидела. А вот с детьми я вот, потому что очень много конкурсов, очень много выступлений у детей. Мы все сами делаем. И от того, что мы сами делаем, наверное, какое-то это чувство такого удовлетворения приходит. Это я посадила, например, или это я шила. Сельская жизнь – это не только свежий воздух, но, как оказалось, и большие возможности для развития. Двое старших сыновей окончили здесь музыкальную школу по классу аккордеона, занимаются вольной борьбой и становились даже чемпионами. Воспитанием в семье мальчиков по большей части занимается отец Аганес Мкртычан. Армянин по национальности еще в начале 2000-х приехал в Якутию, полюбил ее, встретил в Якутске будущую жену калмычку Данару, там и родились старшие дети. Переехав в Качекасы, мужчина открыл здесь придорожное кафе и готовит, как он говорит сам, самые вкусные армянские блюда, которые не встретишь на всем протяжении федеральной трассы до Якутии. Просто чистый, хороший мясо, поэтому вот из конины делаю. Это получается якутский люля-кебаб. Ну так получается. По ЧСП получается якутский люля-кебаб. Вот с аджигой делаю, вот смотрите, пожалуйста. Чистый аджига армянский, чтобы народ вкусно кушал. Вести бизнес отцу помогают старшие сыновья. Ведь только своим примером, как считает глава семейства, можно воспитать трудолюбие в детях. Если у меня будет работа постоянная и нормальная работа, конечно, можно не только 5 детей, а иметь 10 детей. Конечно, хочу девушку, хочу, чтобы материнское имя поставить. Братьям сестры надо, а сестрам братья надо. Туяра Филиппова, Арсен Степанов, Хангаласский улус. А с 4 по 7 апреля в Якутске прошел ежегодный муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года-2023». В этом году в конкурсе приняли участие 17 воспитателей, педагогов дополнительного образования, музыкальных руководителей городских дошкольных образовательных учреждений. И более подробно о том, как проходил конкурс и какой он современный воспитатель, мы поговорим с нашими гостями. Это Елена Тамтосова, начальник дошкольного отдела управления образования города Якутска, и Михаил Андреев, победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2023». Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, Елена, вопрос первый к вам. Завершился муниципальный этап. Вообще конкурс ежегодный «Воспитатель года». С какой целью он проводится и вообще, как он проводится? То есть там же несколько туров, насколько мы знаем. Ну, в этом году конкурс был своеобразный, потому что вместо традиционных 15 педагогов, которые должны участвовать, мы расширили площадку. Ведь в этом году год педагога и наставника, поэтому мы поддержали инициативу всех дошкольных учреждений. И в этом конкурсе творчески, креативно участвовали педагоги разных дошкольных учреждений. Впервые мы проводили практическую часть в сельском детском саду. Впервые в нашем конкурсе в жюри участвовало 3 ведущие кафедры дошкольного образования республики. Впервые мы проводили конкурс таким образом, что воспитатели, приехав в сельский детский сад, впервые проводили различные занятия и в русскоязычных группах, и в группах с якутским языком обучения. Конкурс был шикарный, и мы действительно поделились опытом. На площадках и теоретики от науки, и практики действительно выстроили такой диалог, что было интересно всем, и педагогам, и научным работникам, и наставникам, которые поддерживали сегодня всех своих молодых педагогов. Было очень приятно. Михаил, вы победитель, воспитатель года прошлого года, 2022, да? Окончили вы
мы знаем, зарубежную филологию и регионоведение, да, Северо-Восточного федерального университета. Вы могли стать лингвистом, кем-то еще. Почему пошли именно в воспитатели? Самое смешное в этой ситуации то, что я работал и в сфере высшего образования, имею опыт работы и в школе, но сейчас моя остановка — это детский сад номер 4 АЛГ, где я продолжаю свою карьеру. И на самом деле вообще моя сегодняшняя профессиональная обстановка, она была подвержена воле случая, потому что нам, как жителям пригорода, в 2019 году посчастливилось стать свидетелями того, что у нас в поселке построили большой современный детский сад. И, конечно же, большой детский сад предусматривает объемное кадровое наполнение. По совету своих знакомых и близких я подал туда свое резюме. Конечно же, я не ожидал того, что я стану непременно воспитателем, но поскольку мое образование, оно как предусматривает работу в сфере образования и педагогики, все-таки является смежной, поэтому достаточно комфортно мне удалось ассимилироваться, так скажем, в сфере дошкольного образования. Это в каком поселке детский сад? Это поселок Тулагина, село Сырдах. Тулагина. Ну, вообще сложно ли быть воспитателем? Потому что, ну, допустим, если говорить про высшее образование, там уже фактически сформированная личность, да, с которой можно как-то на равных условно разговаривать. Ну, то есть она тебя поймет, и твои формулировки может понять школьники, ну да, это там чуть-чуть попроще, но тоже уже что-то как-то, вот какой-то диалог выстраивать. Все-таки дошкольники — это, ну, такая необузданная энергия, я бы, наверное, конечно сказал. Это прекрасный жизненный опыт, я считаю, но здесь, наверное, в моей ситуации конкретно сыграл мой бэкграунд, потому что я сам из многодетной семьи, был всегда окружен друзьями, сверстниками. У меня очень много племянников, которые послужили хорошим подспорьем и подготовкой к моей будущей уже сейчас профессии. И вы знаете, все равно, мне кажется, в каждом человеке есть какие-то заложенные определенные черты, склонности, и просто вот как в моей ситуации по воле случая мне просто удалось все, что было заложено, раскрыть именно в должности воспитателя. Наверное, родственники вас поддержали, да? Да, конечно, безусловно. Конечно, моя история, она необычна тем, что мужчина, да, молодой человек является непременно воспитателем, но я думаю, я послужил хорошей ролевой моделью и примером, потому что в этом году на конкурсе муниципального этапа мы имеем уже 2 участников, да, представителей сильной половины. В прошлом году я был один, поэтому видим положительную динамику. Ну, это, значит, хороший пример заразен, как говорится. Спасибо. Елена, ну вообще такие подобного рода конкурсы, да, профессионального мастерства повышают ли престиж воспитателя? Да, естественно. Мы не стремились к тому, чтобы именно выделить победителя. Все на равных участвовали, все делились опытом. Действительно, это была такая инновационная площадка, где каждый чувствовал себя равным с детьми, равным с педагогами, равным с учеными. И я хочу сказать, что мы даем равный старт не только представителям муниципальных дошкольных учреждений. У нас соревнуются и делятся таким же опытом педагоги частных дошкольных учреждений. Их у нас в городе 45 уже частных дошкольных учреждений. Поэтому было интересно. И впервые, наверное, вот, в 5 лидеров стремительно вошла педагог частного дошкольного учреждения. Было очень приятно. И действительно, когда проходит конкурс, высадился такой большой десант педагогов из города в маленьком селе. Это действительно был праздник такой не только для педагогов, но и для маленьких детей, которые впервые увидели 17 взрослых, которых они прежде никогда не видели. И эти взрослые спокойно на равных проводили с ними интересные мероприятия, интересные игры и так далее. Это был действительно праздник на селе. И праздник действительно педагогического мастерства. Поэтому я говорю, что сегодня наши наставники и наши молодые педагоги взаимодействия действительно творят чудеса для детей.
И вот завершая нашу беседу, хотелось бы, в принципе, да, грубо говоря, Михаил у нас вот практик, да, он непосредственно воспитатель, Елена как бы как Управленец. Да, управленец, да. Может быть, это будут разные ответы, тем не менее, хотелось бы задать обоим, да, и услышать этот ответ, насколько он будет разниться или не будет идентичен. Каков же все-таки, каким должен быть сейчас вот современный воспитатель? Мне кажется, что работая с возрастом именно дошкольным, да, педагог должен иметь вот такое внутреннее желание содействовать всем благам, которые вот нам предоставлены для малышей. Мы все-таки воспитатели, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде, и грец — это универсальный солдат. Да, мы и актеры в свое время, мы и воспитатели, мы выполняем отчасти роль родителей. Поэтому все-таки тот, кто приходит в эту профессию, он должен быть готов именно быть творческим человеком и готовым практически на все. Да, я соглашаюсь с Михаилом, потому что дошкольный возраст — это тот аккумулятор, когда ребенок может сказать: да, это мой педагог, да, я люблю этого человека, я могу поделиться самым сокровенным, той же игрушкой. Поэтому мы очень внимательно относимся сегодня к подготовке педагогов. Действительно, приходят в дошкольное образование действительно такие патриоты, такие любящие маленьких детей, и это важно для всех семей, которые доверяют нам сегодня самое лучшее, самое близкое и самое родное. Поэтому доверие должно быть к воспитателю, как к самому близкому человеку, как к маме, как к папе. Сегодня вы видите, что в дошкольном образовании в столице города Якутска работают и мужчины-педагоги. Поэтому мы говорим сегодня, педагог дошкольного образования, он действительно универсален. Спасибо большое. Вот. Ну, а результаты конкурса этого года, они будут уже сегодня, надеюсь, ну, победу получить. Наверное, уже результаты известны, надеемся, что как победу одержали Михаил, достойные. как здорово, что в воспитателях, да, среди воспитателей такие грамотные, интеллигентные люди. Спасибо вам, большое. успехов. Ну а мы продолжаем. В Москве завершилась 46-я международная выставка «Клинок традиции и современности». В смотре лучших ножей участвовали мастера со всей страны, привезли на конкурс более 90 изделий. Якутские ножи заняли призовые места главной выставки. В номинации «Национальный нож» победителем стала авторская новинка из мамонтовой кости и крицы Василия Попова из Чурапчи. Другая его авторская работа завоевала бронзу в номинации «Национальный стиль». Серебро московской выставки по решению жюри удостоилась работа татинского мастера Сергея Тарабукина. Кроме того, кузнец занял третье место в двух категориях: разделочный нож и нож Балгуо в конкурсных испытаниях клинковых изделий. Кузнец — это очень необычная профессия, и оружейник тоже. Люди, которые владеют этим искусством, они, конечно, многополярны. Тут не одна профессия, не две и даже не пять. И кузнечное дело надо знать, и быть художником одновременно, да, и резчиком по кости, по дереву, по камню. Большое творческое воображение, и все-таки понятие якутских ножей — относительно понятие, потому что это и оружейное искусство одновременно, и традиции Якутии. Традиции Евразии, в частности скифского звериного стиля, который объединял в том числе народы нашей страны, западной и восточной частей Евразии, он отражается и здесь, в Якутии, в изделиях якутских мастеров. Продолжим говорить о прекрасном. Сегодня в рубрике «Музейный гид» расскажем о творчестве известного пейзажиста Петра Петровичева. Он начинал свой путь художника в качестве подмастерья из Ростовского музея церковных древностей, не имея на тот момент никакого специального художественного образования. К счастью, улыбнулась удача. Талант молодого художника был замечен Василием Верещагиным, великим русским художником-баталистом. Петр Иванович Петровичев – один из талантливых русских пейзажистов. Без его творчества не было бы развития отечественного искусства конца XIX – начала XX века. Поэтическая одухотворенность, взволнованность, лиризм – вот те качества, которые отличают его пейзажи. Он был учеником
великого Левитана. Именно Левитан поставил его на широкую дорогу мастерства. Именно Левитан стал его учителем не только в искусстве, но и по жизни. И Левитан говорил: мы с вами русские художники, поэтому должны писать просто и правдиво. О Петровичеве часто можно было услышать положительные отклики у таких известных мастеров, художников, как Серов, Михаил Врубель, Левитан, Владимир Маковский. И это был художник-труженик. Он часто ездил в поездки, привозил оттуда этюды и законченные картины. Но всегда его волновал русский пейзаж. У нас в экспозиции представлены его произведения «Отцветший сад», датированные 1917 годом, и полотно «Розы». Какая у него манера письма? Она особая. Он писал крупными пастозными мазками. И у него необыкновенная цветовая гамма, сумеречные оттенки цвета. Вся его жизнь — это посвящение музе живописи. Его работы находятся более чем в 70 музеях нашей страны и у частных коллекционеров. «Выйди в сад, как погода ясна, как застенчиво август увял, а пока еще зелень вокруг, и вверху безмятежная синь, и у клена причудливых рук много сходного с лапой гусынь. Как оливковые листики груш, как призывно плоды их висят. Выйди в сад и чуть-чуть поразрушь, эта осень простит, выйди в сад». А в Якутске тотальный диктант пройдет на 16 площадках. Акция состоится уже в эту субботу, 8 апреля. Порядка 600 человек в этом году примут участие в акции. Кроме того, она охватит и районы республики. Автор текста тотального диктанта этого года — писатель и журналист Василий Авченко, который известен книгой о литературных первопроходцах Дальнего Востока. Специально для акции он написал текст о русском путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Ну а президент России Владимир Путин подписал закон, цель которого — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Как запрет на иностранные слова повлияет на русскую речь? Поговорим об этом с нашей гостьей, ведущей рубрики «Говорим правильно» Анной Шкатуляк. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вот филологи многие считают, что все-таки вот изменения, они, во-первых, позволят и чиновникам говорить на русском языке более литературно, более правильно, грамотно, красиво, ну а также писателям оставит возможность как-то отшлифовать язык на свое усмотрение. Так ли это? Ну, наверное, если вы говорите о законе, то я думаю, что в первую очередь этот закон призван на уровне законодательном выработать у нас норму уважительного отношения к языку. Действительно, язык изменяется, это постоянно происходит, и действительно всегда есть люди, которые недовольны состоянием русского языка, да? Говорят, что он портится. Ну, начнем с того, что язык не яблоко, чтобы портиться, да? И не было никогда такого золотого периода в истории русского языка, когда бы он не был испорчен, по мнению некоторых носителей русского языка. Поэтому, да, действительно, этот закон хорош тем, что он вырабатывает в нас уважительное отношение к слову. И, наверное, если мы будем следовать букве закона, то тогда, наверное, и наша речь повеселеет немножко. Ну, а когда я говорю о изменениях в русском языке, я сразу вспоминаю слова Виталия Григорьевича Костомарова, прекрасного лингвиста, который написал текст, во-первых, один из которых был автором книги «Языковой вкус эпохи», и который написал такой текст, в котором говорится, такая очень интересно приводится метафора, что мы не замечаем, как двигаются стрелки часов. Вот так же изменяется язык. Он вроде бы изменяется, потом бах, мы обнаруживаем новое слово в словарной статье, в словаре толковом русском, например, да? И другое дело, что сейчас эти стрелки бегут с такой скоростью изменений, что мы даже замечаем изменения вот этого нашего циферблата словарных языковых изменений. Это уже другой вопрос. Это, наверное, немножко зависит от нас, носителей русского языка.
Мгм. Ну, у нас подавляющее большинство, да, неоправданных заимствований — это англицизмы. Да, вот, к примеру, да, буккроссинг вместо книгообмена, experience, да, часто используем вместо слова опыт. Далее meetup вместо слова встреча. Какие-то слова будут взамен этих? Ну, конечно, вот вы правильно сказали, что процесс заимствования, он, наверное, начался с того момента, как человек увидел, что есть соседнее племя, у которого есть какие-то другие слова, которые не прочь бы использовать и в своей речи. Действительно, эти слова у нас появляются, и действительно, с 20 века вот поток англицизмов, он усиливался. Если мы с вами говорим про 19 век, конечно, нам на ум сразу приходят слова из французского языка, галлицизмы, да. Вспомните пушкинского Онегина, точнее, слова Пушкина в Евгении Онегина, что панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. Ну а в этом веке и в прошлом веке, в 20 веке появилось очень много слов, заимствованных из английского языка. Ну, собственно говоря, что естественно, наверное, с учетом того, что именно эта страна занимает, наверное, лидирующее положение среди каких-то там вот новых разработок, в том числе научных и экономических. Здесь такой вопрос, который, скорее всего, стоит адресовать психолингвистике, то есть науке, которая соединяет в себе методы психологии и лингвистики. Почему же мы выбираем между буккроссингом и книгообменом именно буккроссинг? Ну, наверное, на это есть какие-то причины. Да? Без причины ничего не появляется. Возможно, это я только предполагаю, я ни в коем случае не проводила никакого исследования специального. Книгообмен, ну, что-то пахнет пыльной, старой, советской библиотекой с книгами, которыми там воспевают то, что нам сейчас неинтересно. А буккроссинг, в этом есть какая-то динамика в этом слове, да, вот этот кроссинг, да, и, возможно, поэтому мы слово это выбираем, да, тем более, что действительно буккроссинг не такое новое заимствование, но вспомните слово коллаборация, которое оно сейчас просто пиршествует, наверное, пик своей активности, наверное, отмечает. Хотя слово коллаборация было заимствовано достаточно давно, оно известно давно в русском языке. Но стало популярным именно в последние годы. Да. И благодаря, вот опять-таки я использую англицизм, фэшн-индустрии, да, индустрии моды, потому что как раз в этих областях были созданы коллекции, которые совмещали в себе моду, рассчитанную на широкие слои населения, и высокую моду. И как раз вот коллаборация, она подчеркивает, что это не просто сотрудничество, это сотрудничество разных структур, ну, например, физики и лирики, вот такой классический пример, это будет вот как раз коллаборация. То есть не любое сотрудничество является коллаборацией. Да. Поэтому вот, ну, вот интересно. Или, например, тоже любимое слово «дедлайн». У нас же есть прекрасное слово «срок». Ну вот со словом «срок» можно всегда потянуть, да, можно с пятницы перенести на понедельник, потому что в субботу, воскресенье все равно никто не работает, да. А вот дедлайн уже, тем более точный перевод этого слова наводит нас на определенные размышления, что а стоит ли затягивать с выполнением задания. Ну, кстати, говоря про современное использование слов, вот самое, наверное, такое неоднозначное, над которым многие гадают, это кейс. Да, я согласна. Вот как раз мы вспоминали слово «опыт», вот одно из значений слова «кейс» — это опыт, да? Но слово «кейс» в словаре толковом есть. И вот такого значения, как мы сейчас с вами говорим, то есть один опыт, да, который ты получил в процессе выполнения какого-то проекта, там такого значения нет. Ну, наверное, возможно, появится. Но спустя некоторое время. Ну вот говоря про заимствование, да, оно началось почти с 6 века вообще. Мы начали подглядывать, да, то есть не только слова мы местами какие-то части слова, приставки, суффиксы заимствовали и так далее. Вообще, возможно ли остановить процесс вот этого заимствования? Ну, наверное, если нас изолировать, абсолютно в какую-то колбу на нас надеть, то тогда, наверное, мы перестанем заимствовать. И то, ну, сомнительно это возможно, да. Вспомните, достаточно долгое время Советский Союз жил за железным занавесом, но, тем не менее, процесс словообмена происходил, да. Ну, может быть, не так интенсивно, как сейчас, но он происходил и будет происходить, наверное. И вспомните, что, ну, наверное, если человек начинает общаться с другим человеком, сразу появляется что-то новое в его речи. Наверное, это невозможно.
Ну, я говорю, наверное, потому что в реальности, наверное, опять-таки, наверное, это проверить невозможно. Ну, вообще, вот, да, как считаете, будут ли нормативные словари какие-то, да, создаваться, справочники специальные, и вот, насколько они, возможно, будут обновляться постоянно? Ну, действительно, вопрос о нормативных словарях, он очень актуален. Даже сейчас для специалистов-филологов проводятся специальные такие лекции. Институт русского языка имени Пушкина, Московский институт русского языка имени Пушкина, он проводит специальные такие занятия для специалистов-филологов как раз по поводу лексикографии, то есть науки о составлении словарей и о самих словарях. Какой должен быть новый современный словарь? А нормативный словарь – это очень востребованный словарь, потому что, ну, действительно, мы испытываем затруднения. Как сказать, как использовать, как написать, куда поставить ударение. Это, наверное, самый важный вопрос в современной устной речи, особенно для вас, выступающих в стиле экрана. Да, конечно. И процесс создания новых словарей он постоянно идет. Другое дело, что сейчас мы, конечно, не очень охотно пользуемся бумажным словарем. Ну, представляете, это же целая история, да, пойти куда-то в какое-то место, где эти словари хранятся, найти этот, да, взять его в руки. Потом этот словарь должен быть свеженьким, да, не 92-го года, а желательно 22-го, 21-го хотя бы, да. И тут нам на помощь приходят электронные словари, но опять-таки электронные словари тоже сложно. История с ними происходит, с этими словарями, они создаются, они очень активно прорабатываются, но сказать, что этот процесс вот остановился, закончен и все, нельзя. Вот я все время призываю активно пользоваться теми словарями, которые расположены на информационном портале Грамота.ру. Да, Анна, спасибо большое за эту интересную беседу. Да, спасибо. Будем стараться меньше иностранных слов все-таки использовать. Да, меньше ошибаться и говорить правильно. Но, тем не менее, словообмен никто не прекращает. Это невозможно фактически, как я понял. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Всего 150 пожарных десантников в прошлом году набрали на сезонные работы. Их перевели в постоянный штат Республиканской авиалесоохраны. На сегодняшний день все начали проходить обучение по программе первоначальной подготовки. Первым этапом курсанты проходят теоретическую часть, далее спуски с вышки тренажера. После этого организуется воздушная тренировка. Спуски с вертолета Ми-8 пройдут в ближайшие дни. По их итогам десантники пожарные получат соответствующее удостоверение, сообщил руководитель авиалесоохраны Владимир Леонов. В столичном микрорайоне Звездный установили первую сваю новой школы на 990 мест. В торжественной церемонии принял участие первый вице-премьер Кирилл Бычков. Завершить строительство школы планируют до конца следующего года. По проекту в новом здании, кроме учебных классов, лаборантских и мастерских, разместят актовые и спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком, а также медкабинет и административные помещения. Напомним, всего до 2027 года в Звездном планируют сдать более 60 жилых домов. На территории также построят поликлинику, детский сад, универсальный спортзал. В Звездном будут проживать около 11 тысяч человек. Это не первый такой объект, который строится в республике. Мы уже успешно объекты реплицируем и стараемся применять. Но в такие рекордные сроки это будет первый проект. Поэтому я надеюсь, что у строителей все будет по плану. Сегодня мы обряд ЛГС прошли, выстояли в такой ветреной, достаточно прохладной погоде, но, надеюсь, это заложило устойчивый, хороший фундамент этой школы и будет хорошая стройка в сроки. Вместе с командой нашего проекта «Весна на НВК» бригада врачей из Якутска отправилась в Томот, чтобы провести на базе местной больницы осмотр пациентов и назначить им предварительное лечение. Как отмечает персонал Томотской больницы, такие мероприятия необходимо проводить чаще, так как в населенном пункте очень остро поставлен вопрос о нехватке кадров. Узким специалистам приходится 1-2 раза в неделю приезжать из Алдана в Томот для того, чтобы назначить лечение тем или иным пациентам. Для нас первый опыт данного мероприятия. Я считаю, что это очень положительный момент для нашего города и для здравоохранения в целом. То, что узкие специалисты приезжают на места, это здорово. Мы
со специалистами, которые на местах здесь, с терапевтами, хирургами, лор-врачами, да, специально подготовили пациентов, которых необходимо показать узким специалистам. Но также было еще много желающих, которые и не звонили, и не записывались, просто по средствам массовой информации услышали оповещение и пожелали прийти. Свыше 80 работ известного живописца Ивана Шишкина выставили в Национальном художественном музее Якутии. Произведения доставлены из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Всего представлено 33 живописных и 50 графических работ. Отметим, что графику покажут в 2 этапа по 25 листов со сменой экспозиции через 3 месяца. Это обусловлено особыми требованиями к показу в открытом доступе. Накануне выставку торжественно открыли. Принял участие глава республики Айсан Николаев. Выставка будет работать до конца сентября в основном здании музея. Надеемся, что якутский зритель, придя сюда, получит истинное эстетическое наслаждение, потому что непосредственный контакт с оригиналом, он совсем другое эмоциональное воздействие оказывает на человека, нежели виртуальное знакомство с картиной. Мы думаем, зритель, придя сюда, все поймет, все оценит. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня! Спасибо нашим коллегам, что всегда держат руку на пульсе. Ну а на телеканале Якутия-24 в предстоящее воскресенье в эфир выйдет 2-й выпуск песенного интерактивного конкурса «Вот это да!». Это совместный проект телеканала Якутия-24 и Министерства культуры и духовного развития республики. В нем принимают участие исполнители из Алданского, Нерюнгринского, Мирнинского, Ленского, Алекнинского районов и города Якутска. На районном уровне в отборочных турах определяются по 2 победителя по мнению жюри и по выбору телезрителей. Напомним, что 9 апреля ближайший эфир тур вокалистов Нерюнгринского района состоится. Смотрите на нашем канале. Ну вот на такой ноте мы прощаемся с вами.